Добро пожаловать, дорогие друзья! Пошел сюда для грабежа, насилие, смерть находил у этих голых стен. Рай мой, где поет душа, и в душе тебя моя. Это мероприятие направлено на то, чтобы укрепить взаимодействие, дружбу между народами. Ингушской общине города Сочи мы взаимодействуем очень хорошо. Дай Бог нам всем вместе продолжать вот такое взаимодействие, вот такое дружелюбное взаимодействие, вот такое стремление понимать друг друга, вот такое стремление уважать друг друга, уважать ценности друг друга. Если бы я поняла, что прекрасно работает здесь наша ингушская община, это тоже для меня было открытием. Я просто счастлива находиться здесь сегодня с вами. Региональная общественная организация Краснодарского края, Национальный культурный центр «Война» благодарит вас за многолетний вклад в сохранение межнационального мира и согласия. Свободным рождается каждый человек. Значит, свобода – врожденное право семьи, рода, племени, народа. От главы Республики Ингушетия грамота за помощь организации проведения творческих и альтернативных программ на Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи награждается Мальсагов Аюб Жабраилович. Я очень волнуюсь, дело в том, что Аюб Жабраилович мой старший брат, я тоже Азбур. Но и мне действительно очень... Вершины гор Кавказского хребта, как аксакалы памяти рода. Когда восстановлена была Ингушская республика, число месяц год. 4 июля 1992 года. Барсуки, Плеева, Гейберкют, Яндарев. Молодец. Только одну очень большую ошибку допустил. Надо было начинать с Катышева, своего села. Посмотрим. Ваше воспитание и чудо. Начало Великой Отечественной войны. Когда началась? Ты знаешь? В 1941 году. 22 июня. Молодец, молодец. Само слово «виртуоз» это ингушское слово «виртуоз». «Вир» это порожек, «оз» это «натяни». И когда говорили «хулыш-хулыш халырсылян вир», когда они собираются пойти то ли на свадьбу, то ли на другие мероприятия, как сегодняшнее, то давалось вот такое наставление, напутствие. «Хаймазл кварцах бабила». Никто не слышал? Вы очень гостеприимный народ, тепло встречаете гостей. Мне вдвойне волнительно. Ручка зеленого цвета. Я знаю, что зеленый — это почитаемый цвет у мусульман. Я благодарю. Этой ручкой я буду писать стихи, посвященные вашему народу. Замах çoktan yetiş, şihanlar var, vahı, vakavır, lehim bir. Восемнадцатого мая 2025 года в главном курорте страны, в городе Сочи, прошел День ингушского языка. На это мероприятие были приглашены начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи Асланов Ильгам Видадиевич, начальник управления молодежной политики администрации города Сочи Черемшанов Сергей Викторович, местные поэты и писатели, ингушские солдаты, проходящие срочную службу в рядах Росгвардии. С Ингушетии приехали Хаважна Кастхоев, Марьям Елхароева и Есет Базоркина. Это была очень насыщенная и интересная программа мероприятия.
Юные сочинские ингуши демонстрировали отличные знания родного языка, культуры, истории и топонимии. А самое главное и ответственное для меня была викторина по родному языку. Я очень переживал. Не знал, как ее воспримут наши земляки из Сочи и гости курорта. К тому же в зале присутствовали авторитетные в республике и за ее пределами люди. Викторина прошла очень хорошо, к ней проявили большой интерес. Не только ингуши, но и представители других народов. И даже несколько раз раньше наших ответили правильно. Огромное спасибо Аюпу Мальсагову, председателю правления региональной общественной организации Краснодарского края, Национально-культурный центр Войнах, за предоставленную возможность провести эту викторину. Огромная благодарность нашим сочинским ингушам за их огромный труд в направлении популяризации нашей культуры, литературы, истории, языка, в главном курорте страны. Огромное им уважение и благодарность, их забота и внимание к гостям, это не передать словами. Начиная от встречи в самом аэропорту, размещения в лучших номерах, обеды и ужины в лучших ресторанах. Постоянное внимание и забота. Это удивительные люди, которые заслуживают самых лучших похвал. И, конечно, я им очень благодарен за приглашение на эти мероприятия и в прошлом году, и в этом году. Отдельно хочу поблагодарить их, что мне посчастливилось познакомиться и пообщаться с Хаважем Накастхоев. Это очень воспитанный в духе вайнахских традиций, высокообразованный, интеллигентный и очень хороший человек. Но при этом, его простота меня очаровали. Это действительно один из лучших и достойных сынов нашего народа. Мог бы бесконечно много добрых слов сказать и в адрес наших сочинских братьев, Аюпа Мальсагов, Аюпа Аздоев, и в их лице всех наших сочинских ингушей, с кем мне посчастливилось познакомиться и пообщаться. Вы оставили о себе самые лучшие впечатления. Я горжусь вами, Муратбек Мурзиев, Аюп Аздоев, Аюп Мальсагов, Мухарбек Мальсагов, Дауд Беков, Ильяс Алиханов, Магомед Аздоев, Халид Ажигов, Адам Эсмурзиев, Магомед Аушев, Ильяс Олегов, Ахмед Асканов, Ахмед Беков, Адам Мальсагов, Абубашир Гантимиров, Тамерлан Мальсагов, и, конечно же, мой юный друг Эльберт Мальсагов, и все остальные земляки, кто принимал участие в подготовке и проведении данных мероприятий. А также огромное уважение и благодарность всем нашим сочинским ингушским сестрам. Большое вам спасибо! Там, где бархатные склоны гор завораживают взор. Где хрустальной чистотой звенит горный ручей. Где суровые скалы хранят воспоминания о древних караванах шелкового пути. Там, где свои истоки берет многовековая история сильного и гордого народа. Ингушетия. Магас – город солнца, столица республики. Ворота города – Аланская арка, возведенная в стиле древней ингушской башенной архитектуры в память о былой аланской цивилизации и ее представителях. Главная достопримечательность Магаса – башня Согласия, символ единства ингушского народа. Ее высота почти 100 метров, и это самое высокое здание в Ингушетии. На самом верху стеклянная смотровая площадка, и она как будто парит в воздухе. Мемориал памяти и славы посвящен важнейшим памятным датам в истории Ингушетии. Более 250 лет назад, войдя в состав Российской империи и присягнув на верность, славные сыны Ингушетии и сегодня с честью отстаивают интересы своей страны. Мемориал памяти и славы – уникальный историко-архитектурный проект, который является не только визитной карточкой республики, но и символом духа, мужества и стойкости народа Ингушетии. Ингушетия – это насыщенная культурная жизнь и масштабные социально-экономические проекты. Строительство новых детских садов, школ и спортивных комплексов.
Курорт Армхи всегда рад своим гостям. В зимнее время ждет любителей горнолыжного спорта. Свои сочные плоды дарит всей России крупнейший на Северном Кавказе сад-гигант Ингушетия. На территории более 1000 гектаров выращивают 18 сортов яблок, а также черешню, сливу, виноград, нектарины и абрикосы. В 2022 году урожай фруктов составил 58 тысяч тонн. На территории республики успешно работают и развиваются завод по производству алюминиевых профилей, оснащенный самым современным оборудованием. Обувная фабрика. Налажено производство полного цикла, от раскроя до готовой продукции. Фабрика выполняет различные заказы, в том числе и от Министерства обороны Российской Федерации, на пошив обуви для военнослужащих, участников СВО. Швейные предприятия. В числе заказчиков крупные государственные корпорации. Птицекомплекс «Южный» по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, производительностью более 10 тысяч тонн в год. Один из значимых проектов в сфере АПК Ингушетии – современный тепличный комплекс с урожаем до 9 тысяч тонн в год. Создаются научно-технические центры. Ингушетия. Родина башен, легенд и мифов. Почитание и сохранение семейных традиций и общечеловеческих ценностей, которые передаются из поколения в поколение на протяжении многих веков. Ингушетия. Это богатое духовное прошлое, башенный комплекс Вовнушки, уникальная красота заповедных гор. Первое достоверное описание Вовнушек относится к началу XIV века. В горных районах сохранился один из самых древних христианских храмов Тхаба-Ирды. Находится он на территории архитектурно-исторического заповедника Эрзи. Невозможно представить средневековую архитектуру Ингушетии без башенного комплекса Бишт. Это уникальный для кавказской культуры поселок замкового типа был построен представителями древнего ингушского народа. Башенный комплекс Бишт – это более 80 объектов. Его называют музеем под открытым небом, уникальным наследием исторического прошлого, свидетельством особенностей жизни и быта ингушского народа. Древняя Ингушетия – это более 3000 памятников архитектуры. Увидеть Ингушетию, влюбиться в нее навсегда.
хозақ долдақы даляца улхақ алғайчы күрялышнық хайдаху діне меллат яқхақ алғайчы Аллах дәлі нецбақ алғайчын вәзіндәлі вақиq алғайчы Аллах дәлі нецбақ алғайчын вәзіндәлі вақиq алғайчы ләқті дәттіл яққы ечоныш мастағыш хадиға ярыш әзді қалба хакерах қонгыш чырылығы боғы беғарыш Аллах дәлі нецбақ алғайчын чырылығы нецбақ алғайчын Аллах дәлі нецбақ алғайчын чырылығы нецбақ алғайчын دونين شحيخ قيات أتو ديز بين حغيات سواخر لات آخش داخل دلات نتقاتي أزلات آخر الله دال نتباغ الغيشن لات آخ نتباغ الغيشن الله دال نتباغ الغيشن لات آخ نتباغ الغيشن وقون قصتوس حيلاش دكتور مولك وحجاغ خداخي حماس تسخيلة قرط مغديخ دالق آخر الله دال نتباغ الغيشن قرط مغخليت الغيشن الله دال نتباغ الغيشن قرط مغخليت الغيشن Седые башни, знания спростаны, не судьбы предков плод и вины. Ведь эти башни вовсе не из камня, из мужества отцов возведены. Их не для красоты здесь возводили, что свобода не попала в плен. Кто шел сюда для грабежа, насилие, смерть находил у этих голых стен. Дорогие друзья, мне сказали объявить следующего наших гостей. Конечно, мы будем вести эту программу. Итак, друзья, сегодня специально на наш, можно сказать, праздник нам приехал вокальный ансамбль «Истоки». Они исполнят песню «Ингушетия моя». Пожалуйста. У подножья гор Кавказа в белом танце тополя, и народ одной семьёю поет песни у костра. Льется в танце гор Кавказа родниковая вода, сердце бьется по-другому, здесь же родина моя. Красив, как бойцов поспехи, музы стал ты для поэтов. Рай мой, где поет душа, Ингушетия моя.
Слово предоставляется председателю управления регионального общественного объединения Краснодарского края, Национальный культурный центр «Война» Аюб Джабраилович Мальсаров. Маш Долчи, без тащи балай. Это ваша петенга, барит лашнина, ача бекр бутвал, ача мясели бутвал, ача тушой бутвал хана. Ну, вы был на май, барит а май бетер, щедри, была вина, вы ваша пета. Лала мод, как банда, божие, цохольга хамач, юх хадат булда, он дед. Добро пожаловать, дорогие друзья! Рад приветствовать всех здесь. Здесь находятся представители администрации, руководство молодежи города Сочи, писатели, поэты города Сочи, а также военнослужащие из Росгвардии и также община ингушская. Сегодня мы собрались, чтобы передать ингушский язык детям, передать. Также извиняюсь, приехали гости из Ингушетии, председатель Союза писателей Республики Ингушетия Халаш Накостою, Елманоева Мария и Бородина Ася, которые тоже проведут мастер-класс на нашем языке. Фатат Гулямов тоже со своими коллегами будет сегодня выступать на нашем прекрасном вечере Дня ингушского языка. Ну, дадим слово представителю администрации города Сочи Аслану Ильгаму Свидадеевичу. Добрый день, уважаемые гости, в первую очередь гости города Сочи, жители города Сочи. Спасибо большое, что позвали. Всегда приятно принимать участие в мероприятиях, которые у нас организовывают национальные общины, да, общественные организации. Что касается хвалить, чтобы не перехвалить, да, переоценить, не переоценить, но сказать слова благодарности вынужден, должен просто. Мероприятия, которые мы отрабатываем с Аюбом Джабраиловичем, это история связана с тем, что душа, время, все свободное, все направлено на то, чтобы достигнуть определенного результата. И данное мероприятие уже не первое, это уже серия мероприятий, да, посвященная Дню ингушского языка. Наша роль здесь очень маленькая, нам нужно только не мешать. Какие от нас нужны подсказки, мы обязательно делимся. Все остальное будет на плечах председателя. Я думаю, что с его энтузиазмом, который есть, дело это никогда не умрет и будет продвигаться, развиваться, и также будет расцветать ячейка, зерно ингушей, в том числе и в городе Сочи. Стоит сказать, что многонациональность города Сочи нашего сегодня позволяет нам вести вот такую межнациональную политику, и с уверенностью мы можем сказать, что мир, согласие и дружба в нашем городе — это не пустые слова, и вся наша деятельность, в том числе это мероприятие, направлено на то, чтобы укрепить взаимодействие, дружбу между народами, которые проживают на территории Российской Федерации. Еще хочу сказать, что без прошлого у нас нет настоящего, а тем более будущего. Да? И вот мы с вами собираемся, после того, как мы уже отметили, да, величайшую дату нашей страны, 9 мая, 80-летие победы в Великой Отечественной войне 41-45 года. И сегодня вся политика, которая исходит от наших европейских недругов, да, сегодня направлена на то, чтобы сфальсифицировать, ввести яблоко раздора, зерно какое-то несогласия в наши ряды. Ну, я думаю, что раз мы здесь сегодня с вами собрались и собрались в таком составе,
никогда не удастся реализовать эти планы. Сегодня вам плодотворного вечера, плодотворной работы. И зовите, будем принимать участие обязательно. Спасибо огромное. Мы не сомневаемся, всегда обращаемся, и рука помощи всегда протягивается. За это огромное спасибо. Хочу предоставить слово Чемчанову Сергею Викторовичу, председателю молодежного комитета города Сочи. Спасибо большое. Мы, наверное, олицетворяем ту руку помощи в лице управления молодежной политики, которую мы оказываем ингушской общине города Сочи. Мы взаимодействуем очень хорошо, предоставляем наше помещение. Пожалуйста, развивайтесь, тренируйтесь, репетируйте. Все здесь для вас бесплатно в рамках города Сочи. И в конце хотел бы сказать, что, наверное, надо сказать определенные слова благодарности и нашему верховному главнокомандующему президенту Российской Федерации, и в целом России, пока Россия цветет, пока Россия процветает, все малые народы в нашей стране будут чувствовать себя вольготно и хорошо. У нас есть указ президента о сохранении российских ценностей, 809, он в 2022 году в ноябре только был сделан, только вот в 2022 году в законе прописали черным по белому, что такое есть хорошо и что такое есть плохо. Почитайте его, он очень интересный, он очень полезен. Там прописаны все российские традиционные ценности, там указаны 4 наши религии, там прописан ислам, христианство, буддизм, иудаизм, как то, что любой житель в нашей стране может вероисповедать этой религии, может сохранять свои традиционные ценности. И пока Россия жива, Россия на ногах, мы боремся на международной арене с теми пагубными ценностями, которые лезут к нам сюда, с Европы, с Америки. Мы им противостоим на международной арене, пока противостоим. Все малые народы, в том числе и вот не только Республика Ингушетия себя вольготно чувствует, но и все ингуши в любом муниципалитете, как город Сочи, это пример, себя прекрасно здесь чувствуют, могут свои ценности пропагандировать и их дальше передавать своему поколению, своим детям. Поэтому правда на нашей стороне, победа будет за нами. Спасибо большое. Спасибо. Мы всегда обращаемся, когда нам нужно помещение, и всегда рука помощи протягивается. За это вам огромное спасибо. Хочу слово предоставить Накостоеву Хавачу, председателю Союза писателей Республики Ингушетия. Накостоев Хаваш Алиевич, ингушский публицист, поэт, переводчик. Родился в 1956 году в селе Талгар Ильичевского района Республики Казахстан. Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета, литературовед. Работал на различных должностях в отраслях народного хозяйства в республиканских газетах «Сердалоа», «Свет» и «Ингушетия», главным редактором в районной газете «Вестник Сунжи» и газете «Ингушетия». В настоящее время работает редактором в Ингушском научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Автор более 50 научных работ, книги публицистики. Публицистические произведения печатались в республиканских газетах «Сердалоа», «Свет», «Галгаиче», «Ингушетия», в районных газетах «Кахигама Байрак», «Знамя труда», «Шоужиха Амаш», «Вестник Сунжи», в журналах «Известия Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Ингушского научно-исследовательского института» и «Вестник Ингушского научно-исследовательского института». Избирался депутатом Народного собрания, парламента Республики Ингушетия, председателя правления Союза писателей Ингушетии, член Союза журналистов России и Союза писателей России, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, лауреат литературной премии 4-го международного литературно-музыкального фестиваля «Белые журавли России». Награжден почетными грамотами. Живет в городе Сунжа. دياش الليل شخلني الله تش وقت برجيتشي فد ملت يعني موضوع حيوق تولي تجتر تو وقت ده يا شيء تو قيت الدولج حوخي شو تشخم نيستوشي إذا شيء تو وقت يوق تحكي ما دعوه بقويا تحكي زمسجي تو إذا دوش دواتش مش لحظة وقت إذا شيء نجح سنسجت الأربعين لحظة شيء دي روق توش أربعين لحظة وقت يسعد ديش لحظة كأكبر كل حنا زوجة تقدر نز أربعين لحظة وقت يقولك
masızı dezerler ve tunulukları dikirler galaçın. Tağın veyzanla ve meldadu tahadu tekegin sıkhbı bakviş kol o viha ودش kol qdol olquş kol izqol short şamajda tudahçı su gişimiyatır tunyuxsa tatun qamaldu ti su gişimiyatır iz bakviş khalç zabak savaşta tağ yuxsa tasayna atsan daqat iş alkigishna az qete çoğu sul xetece sun çoğu dikudar an xet gala kigishna yuxsa tafat vaqt iz وجه شي تيجي وقت عمل بيتي شي تيجي وقت يشوا تجولي شي تيجي وقت خيتي تنظوق شقلك ازديتي شي زعما وشو نو اوسي بشورت حد بيخبر اذا ديتي تاكسي حد بيخدع وديت وقت حاجه وقت يرد تطوق دس يرديتري از داتر وقت قاطر يعني خمت وزاما دق مش شرات شين شرات خمر ديش خلط الوقت تقدرنا ميل ديك خيتر دعاء وقتها ميل غلغي غلق حل اي دعاء ميل اي حي لوهك وقت حاجه يغلق باشتا ديال سياش كون وقت شي از اشلوق دير ان اليش خد ميه حي زعما تشارجي قتشارجي تغن وقت تورش خلچ كون حي الله ان ناخ وزو بيخ باخ يشخو جات سو تغن خير وقت توري كون وقت حيشر لوهك هذا حق بريمير ايش تقدر سوكرت شيء ليهم اعتقد دابا ليهم كونت ابواب ديدي درفت هل يردوي غلا خوغو يردوي غلا شتوج دات ان از دقيت ور غلا تمسك دقيت ور سوسو غلا غلق عمدي غلا عادة دوز فيدا غلا قونه خلق تن بيزم خ امبر تن دوغ دات اختر از واشتا دقيقة سوكرتش والله همتي شغلي كم مثل غلا كم لحظة. Добрый день. Я хотел бы приветствовать всех, кто здесь собрался. Тут говорилось о некоторых ценностях ингушского народа. Я думаю, если эти ценности пропагандировать, от этого сегодня это очень актуально и будет большая польза. И я здесь первый раз, эта поездка, уже 2-3 дня нахожусь здесь, я понял, что в городе Сочи есть люди, которые эти ценности знают, этих ценностей придерживаются, и эти ценности для них святые. Они, общаясь здесь с простыми людьми, я это понял. Мне очень понравилось в вашем городе, но я хотел бы подчеркнуть еще одно. Очень важную работу выполняют ваши местные власти. Я понял, я уже успел познакомиться со многими, здесь не только представителями культуры, но и представителями власти, и я понял одно. Здесь, уже чуть-чуть подзабытому термину «дружба народов» относится совершенно серьезно. Здесь взаимодействие национальных представителей национальностей, других национальностей и местного населения здесь на очень высоком уровне. Я это, во всяком случае, замечал на каждом шагу. Хотел бы выразить благодарность этой местной власти и тем, кто стоит более высокому начальству, которое стоит за ними. Точно так же я рад, что здесь есть люди, не только ингуши, но и представители других народов. И очень был рад тому, что здесь песню исполняли истоки, по-моему, его ансамбль. Огромное вам спасибо, сочинцы, огромное спасибо. Дай Бог нам всем вместе продолжать вот такое взаимодействие, вот такое дружелюбное взаимодействие, вот такое стремление понимать друг друга, вот такое стремление уважать друг друга, уважать ценности друг друга. И если это мы сумеем передать нашему поколению и сохранить самим, тогда наша страна будет процветать. Нашу страну ничто не сломит. Ее до сих пор ничто не сломило. Только благодаря этой дружбе нашей.
У нас, да, очень много национальностей, но у каждого народа есть что предложить другим народам. Каждый народ хорош по-своему, у каждого народа есть свои ценности. И пока мы эти ценности будем хранить, и пока мы эти ценности будем уважать друг друга, и пока мы будем идти навстречу друг другу, понимать боль друг друга, мы непобедимы. Я думаю, сегодня действительно очень трудное время, но мы выстоим. Я уверен в этом. Спасибо вам за проявленное уважение нашему народу и нашей культуре. Второй. Также хотелось пригласить на слово Марьям Елхароеву. Марьям Ахметовна Елхароева, ведущий научный сотрудник отдела ингушской литературы Ингушского научно-исследовательского института, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия. Добрый день, дорогие сочинцы. Конечно, мне очень приятно присутствовать на таком мероприятии. Если честно, я даже не ожидала, когда ехала сюда, что вот мы получим такие радостные эмоции, начиная с первого дня, когда мы участвовали в фестивале «Литературный Сочи». Вначале я не представляла, конечно, как это мероприятие будет проходить, но теперь я поняла, что такие мероприятия, такие форумы просто трудно переоценить, насколько они важны. Если бы я поняла, что прекрасно работает здесь наша ингушская община, это тоже для меня было открытием. Но я думаю, что так же, как и сказал Хаваш Алиевич, если бы наша община в лице его председателя Фаиба Жабраиловича не получали бы вот эту поддержку, которую вы оказываете, конечно, такие бы мероприятия они не могли бы ни организовывать, ни проводить. Я точно так же, как и Хаваш Алиевич, хочу поблагодарить администрацию города Сочи за то, что вы поддерживаете нашу общину. Это действительно сплачивает народы. И вот действительно мы с Хаважем Алиевичем, это люди советской эпохи, и мы помним это время, когда придавалось большое значение сплочению народов нашей страны. Но мы поняли, что эти традиции вы также достойно несете и дальше. И я думаю, что и впредь точно так же это наша сплоченность, это наше понимание, взаимопонимание, оно будет только крепнуть с каждым днем. И еще, когда мы вернемся домой, нам уже позвонили с радио, с нашего национальной радиокомпании, уже позвонили и попросили интервью. Некоторые люди стараются быстрее первыми уже в средствах массовой информации они прочитали о том, что здесь проходит такой форум. И мы, конечно, дали согласие. И я думаю, Аюб Жабраилович, вы знаете, что я там скажу на радио? Я скажу нет. Я скажу, что надо ехать в Сочи, чтобы научиться ингушскому языку. Это мы поняли, когда познакомились с детьми, с вашими детьми, с другими детьми. Нас приглашали, мы и в семьях уже успели здесь побывать, в ингушской семье. Мы увидели, что наши традиции лучше, чем у нас в Ингушетии, живут здесь, в городе Сочи. А это действительно очень, я действительно не ожидала, что я получу вот такую радость и вот такие эмоции. И мы настолько этот город полюбили, я, правда, второй раз, а вот наша поэтесса, известная поэтесса
Базоркина Эсет, она летом хочет приехать, снова вернуться сюда, погулять, посмотреть этот прекрасный город. Большое спасибо и вам, как работникам администрации города Сочи, и огромное, конечно, спасибо нашей ингушской диаспоре, общине, которые, находясь здесь, в таком прекрасном многонациональном городе, они прекрасно влились в общество Сочи, и в то же время они не забывают свои традиции. Большое всем спасибо. Дорогие друзья, также дадим слово Базоркиной Асе, которая также приехала из республики, чтобы посетить День ингушского языка, День ингушской поэзии в городе Сочи и литературность Сочи. Эсет Базоркина, член Союза писателей России, заслуженный деятель культуры Республики Ингушетия, переводчик. Обладатель «Золотого пера» в номинации «Поэзия» 2001 года и в номинации «Проза» 2003 года. Член Ассоциации ремесленников Ингушетии, мастер миниатюры. Автор 21 книги, написанных на ингушском и русском языках. Всем доброго дня. Во-первых, хочу поблагодарить всех организаторов этого мероприятия, которые имеют хоть какое-то отношение к нему, а особенно Мальсагова Аюба, который прям с самолета встретил нас и по сию минуту сопровождает все это мероприятие. Я хотела бы сказать, что я просто счастлива находиться здесь сегодня с вами. С первого дня, когда я сюда приехала, как уже Марьям сказала, я просто влюбилась в этот город. Я была во многих городах, в нескольких странах, но вот такой атмосферы, как я чувствую в городе Сочи, по-моему, я нигде еще не чувствовала. И просто хочу сказать огромное спасибо общине города Сочи, ингушской общине, которая не забывает свои традиции, свой язык, свою культуру, находясь за пределами своей республики. Это очень важно. Иногда мне кажется, когда я думаю, наши очень много разъезжают по всей стране, по разным обстоятельствам, и не только по стране, по заграницам, я иногда волнуюсь, что забудется язык, культура. Но когда я оказываюсь вот в такой среде, я уверена, что язык будет жить, культура будет жить, и все у нас будет хорошо. Так, ну что еще сказать? Читать что-нибудь. Хорошо, я прочитаю стихотворение ингушское. Я прочитаю его на ингушском языке. Кто понимает, многие понимают, кто не понимают, хотя бы слышите, как звучит наш язык. Сунум сейсасонне бесфа роваймо. Сухако ждала, сицхаламо. Нанес ага или суна дяхамо. Бочи дяли эскош, азба азбамо. Соединен цербезом, азм хюцхо. Сунум бирун малха, роваймо туо. Хар или декчер, ровайме tudek, أخذ الجيش الله مهتدي الله مهتبوخز له تحارغ الله مهتبداي دخس بيوسا نجح يالش سيدو دالو بنمز عزم ستفشت وصمك بس. Итак, благодарственное письмо. Уважаемый Ильгам Виданович, региональная общественная организация Краснодарского края, Национальный культурный центр «Война» благодарит вас за многолетний вклад в сохранение межнационального мира и согласия, а также всестороннюю помощь в организационных вопросах и укреплении межконфессиональных отношений. Также вот такую книгу «Культура Ингушетии в лицах». Чтобы иногда летали, Спасибо за вашу
просим на сцену Сергея Викторовича. Уважаемый Сергей Викторович, региональная общественная организация Государственного края, Национальный культурный центр в войнах благодарит вас за многолетний вклад в сохранение межнационального мира и согласия, а также всестороннюю помощь в организационных вопросах. Спасибо вам. Также книгу подарок «Культура Ингушетии в лицах», чтобы вы тоже листали, изучали ингушскую культуру. Мы книгу положим, у нас есть библиотека, как вы ходили, мы ее прямо на видное место положим, чтобы любой желающий, кто зашел к нам в Дом молодежи города Сочи, мог его посмотреть. Это вам личная книга, а мы вам подарок еще. Приятно, спасибо большое. Так, дорогие друзья, дадим выступить нашему уважаемому Фархату. Я тоже, как вот некоторые, не первый раз День ингушского языка праздную. Этот язык мне близок, точно так же близок, как мои друзья, которых я обрел за эти годы. И тут кое-что специально я написал к этому дню. Мне некоторые вот эти традиции ингушские, которые отзвук имеют с моими родными, понравились, я вот об этом хочу сейчас сказать. Марш отдал дошел. Так с незапамятных времен ингуши приветствуют дорогих гостей. Означает: приходите свободными. По этой формуле и провожает наш Голдашу. Идите свободными. Мудрость предков не требует расшифровки, но скажу, как понимаю. Свободным рождается каждый человек. Значит, свобода – врожденное право семьи, рода, племени, народа. Но родиться свободным не значит быть свободным. Свободу надо суметь отстоять, беречь от недобрых посягательств. В своих воспоминаниях немецкий генерал пишет, что они уже 24 июня праздновали взятие Брестской крепости, которая лежала в руинах. В самый торжественный момент откуда-то из-под подземелий вышел израненный, полуослепший, весь седой советский офицер. По приказу генерала никто не выстрелил в него. Тот сам достал из кобуры пистолет и выстрелил себе в висок. Это был старший лейтенант советской армии Умар Гирей Барханоев, ингуш по происхождению, что по его документам педантично зафиксировали немцы. Ему тогда было 21. Немцы зафиксировали, а наши забыли, в кавычках, на долгие годы. Представители репрессированных народов не могли быть героями. Мой коллега прав. Великую Отечественную войну героизм носил массовый характер. Весь народ героически сражался за свою свободу, за светлое будущее своих детей, потомков, за советскую родину. Но это была не обобщенная, абстрактная категория. Советский народ, а конкретные люди. Иваны, Умар-Гиреи, Юсуфы, Сабиры, русские и белорусы, ингуши и чеченцы, узбеки и татары, буряты, калмыки и многие-многие другие. За ними семьи, роды и племена, свои языки и письмена, обычаи и традиции, которые сплачивали их в единый героический советский народ. Огромное спасибо, душевно написано. Дорогие друзья, у нас сегодня здесь на нашем мероприятии присутствуют наши ребята из Росгвардии. Они тоже подготовились к нашему мероприятию.
сейчас прочитаю стихотворение на ингушском языке. Послушаем. Бәхе гоханяна мот, ама барра бут солоуча, бәхли йоханяна мот. Шейхал бәхе езеш вокшин, дозол гоханяна мот, ама барра хабут сахайче, майрз дарсаняна мот. Дуня жидялче биру халха мамдунана яха дош, няна кулк санна гада бова камана мот хос. Хайда нана безеш вали, мамбек ба няна мот, хайкама гадоглазеш вали, бисма белах галгай мот. Дорогие друзья, мне предоставили большую честь вручить грамоты от главы республики. Я с удовольствием воспользуюсь этим моментом. Так, прошу Марсагова Аюба Джабраиловича. От главы Республики Ингушетия грамота за помощь организации проведения творческих и альтернативных программ на Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи награждается Марсагов Аюб Джабраилович. Прошу Аюба Джабраиловича Аздоева. Все. Дорогие друзья, я очень волнуюсь. Дело в том, что Аюб Джабраилович мой старший брат, я тоже Аздоев, вроде по тейпу. Но и мне действительно очень тяжело сегодня здесь, в этой роли находиться, потому что здесь присутствуют действительно люди очень авторитетные и уважаемые в нашей республике. Я говорю о Хаваже Тагаспоеве, о Марии Белоруссии, о других гостях, Аллах я слушаю. Даже волнуюсь перед Аюбом, но с большим удовольствием. От главы Республики Ингушетия грамота за помощь организации проведения творческих и альтернативных программ на Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи награждается Аздоев Аюб Джабраилович. Калимат. Прошу Халид Магомедович Ажирова. С большим удовольствием от главы Республики Ингушетия грамота за помощь организации проведения творческих и альтернативных программ на Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи награждается Ажиров Халид Магомедович. От главы Республики Ингушетия грамота за помощь организации проведения творческих и альтернативных программ на Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи награжден Беков Давуд Алиханович. Я грамоту обязательно в руки передам. Ну и нашего младшего брата с большим удовольствием приглашаю Илеза Абуизиковича Алиханова. Грамота за помощь в организации проведения творческих и альтернативных программ на Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи награжден Алиханов Илез Абуизикович. Теперь позвольте предоставить слово нашей гости, уважаемой Людмиле Соловьевой. Пожалуйста. Благодарю за возможность выразить свое уважение гостям нашего города и сказать свое слово. На историческом пути каждому народу дается возможность проявить себя. От зарождения до осознания себя как этноса — это большая историческая ответственность перед своим народом, перед своими соседями, перед страной. От вклада каждого зависит общая доля добра и зла в этом мире. Живите так, чтобы не опускать глаза перед родителями, перед детьми, перед потомками. Сынам Кавказа, вершины гор Кавказского хребта,
как аксакалы памяти рода, Шан Кадыганис и Царима сурово смотрят на сынов народа. Уроки чести пройдены страной, и каждому дается время правды. И выбирая путь своей душой, не оступись, ошибку не исправить, умей ценить и жить как человек. Соседу за кумыс будь благодарен, и свету, исцеляясь, помолись. То, во что веришь, не приходит дважды. Умей прощать несущему добро. Умей дарить, и полная будет чаша в дому твоем. Учись людей любить. Нам нужен мир, мир нужен детям нашим. Большой Кавказ, но маленький наш дом, так ждем тепла, терпения и света. Прошу вас, люди, помните о том, что мы живем в эпоху человека. Я хочу поприветствовать в этом зале женщин Кавказа, и в вашем лице подарю горянкам сейчас свое стихотворение. Горянка, ты дочь народа своего, горянка, в осознании счастья даруешь радость и зарю, оберегая суды властью, семью прохожих, мир вокруг, и как звезда на небосводе чаруешь взгляд, касаясь рук. Непостигаемо, как море, идешь всегда прямым путем. С тобой наитие Хадиса, шумят платаны под окном, бахура, аромат и тиса. Струится свет из глаз твоих, и каждый шаг твой словно миг, он штрих портрету твоему. Твой облик в сердце я храню, ты на ладони бытия. Ты дочь Творца, свети, звезда, и, иншаллах, приходит час, когда ты знаешь счастье в нас. Сегодня говорили о том, что мы дети своего народа и дети своей истории. Тем, кто ушел с ингушской земли, защитником Бреста, в далеком 41-м, на защиту своего Отечества. Среди них был ваш соотечественник, ингуш Бахраноев Умат Гирей Артаганович. Ему стихотворение «Память». Какое чудесное утро! Трамваи идут по Москве. Звучит пионерская зорька и песни о мирном труде. Сверяем часы по курантам. Проснулась родная страна. Вы слышите взрывы? Неправда. Война. Неужели война? Уже 2 часа на границе пылают пшеницы поля. И мирные хаты, как птицы, кричат от ударов огня. Сражается Брест, окруженный армадой несмертной врага. Ни шагу назад. Там сестренка и мама, там верят в меня. Я русский солдат. Продержаться, вот только воды бы набрать. Бойцам по глотку, пулемету, чтоб смог без пощады стрелять. А берег реки под прицелом окрасился Бог не узнать. Ребята, давайте лезгинку, чтоб дух перед боем поднять. Войнахи, сжимая винтовки, друг другу стояли плечом. Сражались за русскую землю, врага не щадили мечом. Старик, 22 посидевший, ослепший на плац выходил. Он месяц держал оборону и верность присяги хранил. Умат Барханоев, последний. Из выживших в этом аду он не был пленен, не пленен и не сдался на милость врагу. Яндырка, ты светлые воды несешь по родной стороне. Поклон передай от солдата
пусть помнят его в яндаре. И песню в яндаре я даю сейчас всем гостям и жителям Ингушетии. А капеллы я очень волнуюсь, если кто знает эту песню, подпевайте вместе со мной. Где ты, песня позабытая? Все выше поле, тому устала небо плохо, а небо кончит, напиться ночи, и только слышно где-то далеко. Вечером играю по мандаре, Дорогие друзья, минуточку внимания. Благодарственное письмо. Уважаемый Фархат Ачилович, региональная общественная организация Краснодарского края, Национальный культурный центр «Война» благодарит за многолетний вклад в сохранение межнационального мира и согласия, а также всестороннюю помощь организационного вопроса по проведению Дня ингушского языка, Дня ингушской поэзии в городе Сочи. Председатель правления региональной общественной организации Краснодарского национального культурного центра «Война» Аюб Мальчагов. Также хочу подарить книгу нашей писательницы Раисы Велиговой, которая называется «Печать пророка». Читай, потом скажешь свое мнение как писатель. Все читали, кто эту книгу, все отзываются очень хорошо про эту книгу. Благодарственное письмо. Уважаемая Людмила Сергеевна, региональная общественная организация Краснодарского края, Национальный культурный центр «Война» благодарит за многолетний вклад в сохранение межнационального мира и согласия, а также за ваше участие в мероприятиях для ингушского языка, Дня ингушской поэзии в городе Сочи. Мы благодарим вас, руководитель Аюб Мальчагов. Спасибо, что подготовились к нашему дню. Такие прекрасные стихи, песню в Яндере вспомнили, которую уже нет подзабыли ингуши. Также хочу подарить книгу «Фольклор, этнография, религиозные представления ингушей». Почитайте, ознакомитесь, скажите свое мнение. Благодарю. Я благодарна всем, кто сегодня меня пригласил на этот праздник. Я потрясена. Спасибо вам большое. Спасибо. Дорогие друзья, позвольте пригласить на эту сцену нашего земляка. Второго тут присутствуют наши земляки, они военнослужащие Росгвардии, который случится в городе Сочи. Мы приглашаем Гаждиева Акрамата, он прочитает стихотворение «Родная Ингушетия». Пожалуйста.
волшебный край, мелодии ущелья гор, земной пронизывая рай, небесный радуя простор. Плывут над родиной моей, теряя снежных облаках, рассеивая мрак ночей, играя в солнечных лучах. Объяты скалы и хребты, густой зеленью лесов, и совершенной красоты, исполнен детственный покров. Сочится радугу и свет, резвится водопад в порогах, даря пожизненный обет, быть с нами счастье и тревога. Наше мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы и 255-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав Российской империи. На сегодня здесь прозвучали на эту тему стихотворения. Сейчас буквально еще одну секунду. Хочу пожелать нашим ребятам, которые служат на СВО, чтобы быстрее все там закончилось, вернулись домой своим родным, близким, здоровыми. И, как говорят, победа будет за нами. Для меня действительно волнительный момент. Мне поручено провести сегодня дальше это мероприятие. Дорогие друзья, анонс, объявление. Сейчас, конечно, мы проверим знания наших младших братьев и сестер. Потом будет очень интересная викторина. Да. Пожалуйста, на сцену. Значит, будет у нас викторина. Викторина будет вести на русском языке, там будут использованы те слова, которые, в принципе, знакомы вам всем, но мало кто знает значение. Это будет очень интересно. Победители викторины ждут призы. Так, ребята, вы не должны волноваться. Договорились? Кто мне скажет, когда была образована Ингушская автономная область? День, месяц, год. Кто готов? 7 июля 1924 год. Молодец. Как это был? Канева. Аздоева. Молодец. Когда восстановлена была Ингушская республика? Число, месяц, год. 4 июля 1992 года. Ажитова Медина. Молодец. Так, надо назвать все 4 столицы за последние 100 лет. Кто готов? Владикавказ, Чечено-Ингушетия, Назрань и Магаз. Грозный, Назрань и Магаз. Ну, ребят, Максару не требуется представлять, по-моему, да? Он у нас уже звезда интернета. Так, молодцы. Сколько городов и районов входят в состав Республики Ингушетия? 5 городов, 4 района. Можешь назвать? Да. Районы. Районы Джайракский, Сунжинский, Назранский и Молдавекский. Молодец. А города готовы назвать? Сунжан, Карабулак, Назрань, Магаз и Молдавек. Молодец. Ажигова Самира. Красавица. Молодец. Все села будет называть? Это долго будет. Да ладно. Не устали, друзья? Назвать всех руководителей Ингушетии. Фамилия, имя, отчество. Вот. Готовы? Кто готов? Руководитель Ингушетии. Вот это президенты, которые у нас были. Аушев. Давай. Аушев Руслан Султанович, Зязиков Мурат Магомедович, Евкуров Юнусбек Бамагиреевич, Кариматов Махмуд Али Макширикович. Молодец. Так, ну, в принципе, вопросов нет. Они ответили. Так, кто может назвать села Назранского района? Секажева, Сурхахи,
Гейберюрт, Алиюрт, Кантышева, Далакова, Газиюрт, Барсуки, Плиева, Гейберюрт, Яндалин. Молодец. Только одну очень большую ошибку допустил. Надо было начинать с Картышева, своего села. Посмотрите. Ваше воспитание ведь чувствуется, да? Так, Малгобецкий район. Какие-нибудь села знаешь? Пожалуйста. Верхние Чулки, Средний, Нижний, Акиюрт, Зязиков-Юрт, Вежери-Юрт, Новый Редан, Вознесенская, Инарки, Пседак, Сарапши, Южная и Самогабек. Ну ладно, их там много, там существует, я сам придусь. Хорошо. Так, а кто знает села Суржинского района? Готов кто-нибудь назвать? Пожалуйста. Троицкая, Галашки, Чамуга, Бендюр, Нестеровская, сказала, Мужичи, Алхасты, Ашты, Достаточно. Молодец, молодец. Друзья. Я хочу вам сказать следующее. Я, например, к моему стыду до сих пор не готов назвать все села Ингушетии, но это выше всяких похвал. Молодцы. Пригородный район. Самое знаменитое село пригородного района — это наш Колыбель. Откуда берется само начало слова «ингуш». Как это слово называется? Ангушт или онгуш? Ангушт. А кто-нибудь знает из присутствующих в зале, что значит ангушт? Само слово, что значит? Никто не знает? Я для наших гостей хочу сказать, слово «ингуш» берет свое начало от этого села Ангуш, пригородного района. Когда составители вот этих карт, топографий, вот, когда они прибыли туда, они как раз спрашивали, кто вы? Но так как ингуши не знали русский язык и думали, что они заблудились, они говорили, что вы ангушты, ангушт, они говорили ангушт. А те подумали, что они отвечают, что вы ангуши. Вот так было взято слово ингуш. Ангуч — это два слова. Ан — это горизонт, гуш — это видно. То есть это село переводится в буквальном смысле место, откуда виден горизонт. Запомнили? Так, переходим к второй части нашей, значит, домашнего задания, посвящена 80-летию Победы. Начало Великой Отечественной войны. Когда началась? Ты знаешь? В 1941 году. 22 июня. Молодец, молодец. Молодец. Так, как называется крепость, принявшая первый удар фашистов, и где она находится? Находится в Республике Беларусь, называется Брестская крепость. Молодец. Аплодисменты. Сколько ингушей служило в Брестской крепости? Хотя бы примерно кто-нибудь знает? Ну ты что? Альберт, ты у нас все знаешь, подожди. Около 10 тысяч. Ладно. 400. Кто больше? Более 400 человек. Молодцы, молодцы.
Так, сколько... Так, назвать фамилию, имя, отчество последнего защитника Брестской крепости. Об этом, если вы внимательно слушали нашего уважаемого гостя Фархада, он в своей сердолинии называл его имя. Матвей Артаганович. А кто он был? Он был военный или строитель, кто? Военный был, последний защитник. И самое главное, он был покровителем. Еще раз хочу подчеркнуть. Это был офицер пограничных войск, старший лейтенант Бархатоев. Почему немцы стремились на Кавказ? Пожалуйста, ребят. Потому что, ну, там было много нефти, и из-за этого, ну, только в этих городах, как Баку, Малгобек, и там добывалось только нефть, и из-за этого они стремились туда попасть, чтобы забрать у них нефть. А как ты сказал в своих стихах, кто приходил сюда для грабежа насилия? Нет, находил у этих гордых стен. Вот так они и кончили. Молодец. Где было остановлено стремительное продвижение немецкой армии? На Кавказ. На административной полосе Чечено-Ингушской автономной советской социалистической в городе Малгобек. В городе воинской славы. Да. Кстати, если кто-то не знает, там погибло очень много людей, более 120 тысяч человек. Это считается второе по значимости сражение после Сталинградской битвы. Это Малгобекская. Там было остановлено наступление на Кавказ. Молодцы, молодцы. Аюб Жабраевич, я вынужден сделать вам комплимент. Вы сейчас здесь, я не закончил. Вы хорошо подготовили само мероприятие и, конечно, очень радует наши младшие братья и сестры. Детьми их называть я не хочу, я боюсь Альберта. Так, сколько бойцов Красной Армии погибло, защищая город воинской славы? Я уже назвал эту цифру, ну ладно, давай. Около 10 тысяч советских. 120 тысяч. И, наверное, надо слушать Медушу. Когда присвоили Малгобеку звание город воинской славы, когда это звание было присвоено? Год, месяц, кто может сказать? 8 октября 2007 года. Правильно сказал? Да. Молодец. Поаплодируйте, поддержите, ребят. В семье Ажиговых за активное участие в проведении Дня ингушского языка, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 225-летию добровольного вхождения в шесть состав России и Российской империи, грамота от председателя региональной общественной организации «Красноармейская» в 30-х войнах Байсакова. Кто у нас Ажигов представляет? Сфоткайте, сфоткайте. Лора белый шляндамор, войдуни на пор, лахар зор чудамор, ногтости хелио. Халка бала шляндамор, дауш цуна ловер, ерас халка эндашот, каталон гадор. Чами белый шляндамор, дауш цуна ловер, мерза буса бур. Молодец. Друзья, начинается очень ответственный момент для меня. Мы начинаем викторину. Она обещает быть очень интересной. Давайте подтягиваемся к викторине. Мы начинаем очень интересную викторину. Я действительно очень волнуюсь в присутствии авторитетных людей, но все-таки рискну. Все, наверное, слышали такое слово Элберск. Вот я, например, помню, у нас был сосед Элберский Абкурьяш. Слышали такое имя? Элберск. Элберск. А слышали про гору Эльбрус? Что самое интересное, есть гора Эльбрус, а название этой горы только у ингушей. Элборс, Борс это курган, Эл это богов или князей. Вот гора Эльбрус, это ингушское слово Элборск. Друзья, я буду вам теперь подсказывать. Так, сюда, слушаем, я вам буду подсказывать.
Вот или скажи, если я тебе скажу, очень вервуа, ты обидишься на меня, вот мы с тобой не знакомы, ты обрадуешься, обидишься? Нет. Кто-нибудь знает значение этого слова? Ну, подходите, пожалуйста, сюда, кто-нибудь. Очень кто-нибудь знает, что такое, что означает слово «вошимир»? Фархат, уважаемый гость, у нас когда обижаются, ну, русские, ну, твою да. Вот у нас говорят, «вошимир». И все почему-то думают, что это какое-то обидное слово. Никто не знает, что значит «вошимир». А кто-нибудь слышал выражение «хадян халвир» или «хулыш халыр сидян вир»? Вообще слышали вы это выражение? Так, дело в том, что это на самом деле доброе пожелание было. Это был ловца. Пожалуйста. А вы что, верните? Все. Нет, неправильно. Значит, смотрите, вир это не чондык. Да, а кто сказал чондык? Отметьте его. Это ближе. Это ближе к теме, но не чондык. Значит, смотрите, никто не знает, да? Да. Я немножко подзабыла. Да. Я думаю, что часть музыкального инструмента верхняя часть. Инструмент держится. Правильно ответили. Это порожек. Это порожек. Значит, смотрите, запишите, пожалуйста, СР. Дело в том, что у нас принцип победителя. Мы посчитаем, кто больше дал правильных ответов, тот получит приз. Я специально из Москвы привез призы. Значит, смотрите, порожек. Все знают, что такое порожек, где вот струны начинаются и струны заканчиваются. И вот само слово «виртуоз» это ингушское слово «виртуоз». Вир – это порожек, оз – это натяни. И когда говорили «хулыш халыр сидян вир», это порожек делался из дерева в то время, и он трескался. И постоянно он, вот вы уже поняли, да, суть «хулыш халыр сидян вир». То есть он старался, и у него один раз получилось. И вот когда говорят «хадян халвир» или «очень вир», то здесь по смыслу можно перевести на русский так: пусть сбудется все, что пожелал твой отец. Вот представляете, кажется, что это ругательство. Так, Эсет у нас ответил. Так, следующий вопрос. Все, наверное, слышали, когда месяц Рамадан заканчивается, у нас снимают закат, и мы его называем как? Мархи. Мархи сах мы называем это. А кто знает, что такое сах? Сах. Нет, не сах. Сах это... Правильно, запишите его имя. Правильно. Это мера измерения. Дальше я не буду задавать вопросы, потому что это очень сложно, но я просто скажу. Может, кто-то знает. Кто-нибудь слышал вот такое выражение «хаймазл корт сахмабила», то есть когда отец давал напутствие своему сыну или мать своей дочери, когда они собираются пойти то ли на свадьбу, то ли на другие мероприятия, как сегодняшнее, то давалось вот такое наставление, напутствие «хаймазл корт сахмабила». Никто не слышал? Веди себя достойно и не теряй голову. Да. Мархи сах, вот, Аюб, ты записал его? Да. А вы знаете, что значит мазл? Значит, смотрите, я не буду мучить, это мы нашли в архивах Али Хашимулева, там междолцев. Мазл – это единица измерения сыпучих, то есть бедро, емкость вмещает в себя, молодежь, это я вам рассказываю, 25 килограммов вмещает в себя мазл, а сах около 2,5 килограммов. И когда мы делаем закат, после окончания архисамой должен там 2,400 должно быть. Теперь запомнили, да, что значит сах?
Это единица измерения около 2,5 килограмм. И когда говорят «хайбазл горд сахбабила», имеется в виду не теряй свое достоинство. Вот если, допустим, мазу 25 килограмм, а сах 2,5, но вы уже по смыслу поняли. Мудрое, да? Напутствие, согласитесь. Так, надо записать эсет и записать эсфорзива по 1 баллу. Наверное, все слышали, я хочу наших разгвардейцев, Балах Кура Кабадхар или Хабадхар Боха, вы слышали такое вот выражение? Хар. Кабадхар, кто-нибудь слышал такое? Так, Мария, пожалуйста, о чем ты это? Развалина. Древности так называли быка. Молодец, запишите. Это был племенной бык. Да, это был племенной бык. Все слышали слово «адл». У нас есть такое имя, и многие думают, путая его с арабским словом «адиль», что переводится с арабского «справедливый», «беспристрастный». То есть «адиль» есть арабское слово «справедливый», «беспристрастный». И все думают, что мы использовали имя, вот это древнее имя «адл». Все думают, что вы взяли арабское слово. Нет, друзья, «адл» — это ингушское слово. Кто знает? Сейчас, извините, пожалуйста. Кто? Кто-нибудь знает? Это лучник. Правильно. Все, правильно. Ад — это лук, адл — это лучник. Так, следующее. Если вы внимательно слушали, когда я детей опрашивал, на этот вопрос уже ответ был дан. Я очень хочу, чтобы вот вы ответили, что значит «а». Обычно говорят «анниски сабелгуяля арига не абагрызи». Только что я об этом говорил, когда называл села наши. «А» что такое? Кто скажет? Кто сказал горизонт? Фамилия? Газиев, запиши, пожалуйста. И запиши это, Елхароева. Она, Яся, запиши, баллы добавить. А что самое интересное, друзья, если вы только что, если вы просто внимательно слушаете, на этот вопрос вы ответите очень легко. Анзор. Имя слышали? Все? Но мало кто знает, что это ингушское имя и что это ингушское слово. А мы поняли только что такое. Это горизонт. Зор. Кто-нибудь скажет, что такое зор? Зуб. Анзур. Наблюдатель, правильно. Дело в том, что вот в древние времена у нас, я объясняю для наших гостей, сегодня в курсе, у нас, вы видели башни там, и в те неспокойные времена всегда на башнях стояли наблюдатели. Это была боевая единица, который вот заступал на ряд, и это назывался анзор. Это наблюдатель. Кто ответил? Газриева, да. Так. Наверное, слышали такое слово «алямати чахван», «хосфалчахалыр», «алямати чахван», «ахтиатятхалыр». Слышали, наверное, вот слово «алямат»? Кто-нибудь скажет мне, что такое «алямат»? Радио. Так. Что еще? Очень, да? Очень. Громче. Очень, да. Дурты агрия. Очень агрия. Да. Пожалуйста, его и этого Газиева, ну, естественно, вот эти двое сестер. Не, мы баллы потом посчитаем, надо записывать все, а потом, кто больше наберет, тот получит приз. Это конкурс. Значит, смотрите, алямати — это гигант. В буквальном смысле. Алямати — это очень много. Это очень большое, то есть это гигант. У Олега Чебулькова есть такое стихотворение «Эра, черная звезда», о нашем усилении. И там есть вот такие слова. «Февраль бетха ахвалаваде эра, да, да, сахалка кахада дера». Да, что такое? Очень тяжелая рана.
Правильно ответили. Кто-нибудь добавит что-нибудь? Это рана, незаживающая рана. Так. Ахоз. Амат Долушсагуас. Никто не слышал такое выражение? Помнишь, там у вас Ахоз Амат Долушсагуас. Кто скажет, что такое Амат? Кто сказал аура? Фамилия? Ташил. Запиши, пожалуйста. Так, дальше. Марьян. Кто еще? Аскоев запиши. Фамилия. Евлоев запиши. Адам запиши. Значит, смотрите, Амат это облик, но все ответили правильно. Амат это облик. Запомнили? Облик. Дети, вы слушаете, что я говорю? Это вам пригодится. А все, вот у нас есть село, не доезжая до Жайраха, это наше село, сегодня считается пригородом Леоне в Осетии, Балти. Балти, слышали такое? А кто-нибудь знает, что значит слово Балти? Да, остров. Нет. Широкий, широкое поле. Совершенно правильно. Запиши, пожалуйста. Да. Так, теперь я прошу, сестры, вас двоих пока не отвечать, ладно? Потому что очень легкий вопрос будет. Легкий вопрос будет. Я хочу, чтобы ответили дети, в первую очередь. Кто-нибудь слышал, как называется на ингушском город Владикавказ? Как мы его называем? Буру. Правильно. А барсуки как мы называем? Запиши его. Эльберт. А кто мне скажет, что значит буру? Пожалуйста, кто ответит? Буру, слово. Вот у нас есть село Бурукал, и есть город Владикавказ Буру. А что значит буру? Что это такое? Надо еще добавить буру малы. Буру малы, да, еще есть. Кто скажет, что такое буру? Так. Говори. Говори, не стесняйся. Подожди. Аюб, запиши своего тезку. Буру — это крепость, друзья. В Владикавказе построили крепость, поэтому ее назвали Буру. И вот название крепость, знаете, где находится? Поэтому. А знаете, почему называется барсуки на русском? Ну, Аюб. Был Мальцаго Барцак. Вот в честь него это всего названо. Так, когда очень длинный человек, у нас говорят, Албек, ну, Виаму, человек, слышали такое? Да, можно? Да, конечно. Пожалуйста. Обелиск. Ну, такой памятник. Оба, правильно ответ. Нам могли памятник счастья. Вот. Вот вы видели такое? Вот когда даже объясняли для гостей, у нас за право жить нам приходилось воевать, обороняться. И вот когда люди погибали, защищая свою землю, свою родину, им помимо вот, над могильной каменной представилось такой жест очень высокий, что означало, что этот человек погиб, защищая свою родину. Вот это сам вот этот жест, который там ставится, называется аларбет. Рапорхо. Слышали такое слово? Даже так есть. Рапорхо. Рапорхо. Раппе. Никто не слышал? Рапорхо. Она почти ответила правильно, запиши, Мария Алгароева. Рапорхо — это воин на крепостной стене. Так, когда обижаются, говорят, да, послышали, да? Кто-нибудь слышал такое выражение? Ты ему даже мелодора. Кто скажет, что такое? Как? Так, кто еще? Правильно, Аюб, запиши. Мел — это ящерица. Шелху от мел.
Ехали, приехали в Оливей, вот это то же самое, Мировал Шурко. Так, у Орехова-Жигулькова есть, значит, в стихах такое слово. Макара дереха, вакара, кара, камяхад яхта, супер гера. И в нашем гимне тоже есть такие слова. Ляхтакта, ляхтае, чудыш, мастовыш, адира ярыш. Да, вот как там? Это колба. Так. Штирнеха, бухами, рядыш. Кто скажет, кто такой рядыш? Так. Разбойники. Кто еще скажет? Так, Марин, запишите вот этого парня. Его. Реально это грабители, разбойники. А когда наши старцы разговаривают, они говорят, что алцам. Никому не приходится слышать алцам. Марин. Марин ответила. Правильно. Алцам это, да. Алцам это вдоволь, очень много, достаточно. Вот алцам слово. Орц. Орцхо. Речь не про тейп. Орцхо. А был Орцхо и Орц. Это сейчас идет речь о подразделении нашего племени. Ну правильно ведь говорили. И Эсер правильно говорит. Это, вот, можно сказать, тревожная сотня. Вот Аюб тоже правильно подошел к этому. То есть первый, который приходит на помощь, это вот первый, который прибывает, это был Дежу. Да. Слышали село Сурхахи? Дети сегодня говорили. А кто скажет, что такое Сур? Только что мы говорили про партию. Это продолжительная тема. Полк, правильно. Аюб и Асер. Это полк из нескольких сотен. Дальше. Но здесь несколько раз говорили на русском это слово. И вначале мы об этом говорили. Есть такое имя Заур. Заур. Это слово Заур. Кто такой Заур на русском языке? 20 раз об этом говорили сегодня. На самом деле пограничник это Заур. Слово Заур идет от ингушского слова пограничник. Заур. Заур. Дальше. Дюнта. Ваша ответ, давай. Слышали вот так вот? Я честно скажу, я сам не знал, что это такое. Я об этом узнал где-то года 3 назад. Я думал, когда говорят дюнта, где-то в середине дня. Товарищ Мофлевцев, дюнта. Правильно. Да. Дюнта я, не через день, а кто ответил первым? Марин? Эссе. Юарчиятышын жымтышы ол. Фуярчуажеттырыш ол. Хазарди видишь? Юарчиятыш. Юарчиятыш. Слышали? Вообще Хазарди Мазыш, вот вы слышали эти слова? Юарчиятыш ол. Но на самом деле Юарчиятыш, но мы просто... Юарчиятыш. Сейчас я помогу вам. Это мера длины. Ну давайте так, речь идет, кто ближе всего, их всего 3. Мера длины будет
Смотрите, Йорч, Щерч, Йорч и Го-Йорч. Это три мера длины дороги. Речь идет о километрах. Как вы думаете, Йорч это сколько? Это самое малое. Но здесь меньше 10 нету. Значит, смотрите, я не буду вас мучить. Йорч это расстояние 12 километров. Щерч-Йорч это 20-25 и Го-Йорч это 40 километров. Йорч это расстояние единицы. Вот у нас есть такое единица измерения тут 10 рублей. Или F плюс 20 копеек. Это такая же у нас единица измерения расстояния Йорч. Йорч нет, пришел от Сачарма. Кто скажет, рядом парень? Фамилия. Фамилия. Газир. Фамилия. Запиши, пожалуйста. Дальше кто? Это не значит, что правильные ответы. Так. Я тебя разнесу по-русски, как сказать? Клочья. А еще как можно сказать? Пух и прах. Вот его. Еще один плюс поставь его. Пух и прах. Вот что значит парень. Устали? У нас последний вопрос, викторины. Кто хозяин едешь? Хозяин. Кто хозяин едешь? Кто хозяин едешь? Кто хозяин едешь? Гергаш. Кто хозяин едешь? Гергаш. А? Вот так это видит. Так. Гергаш. Да, но когда человек несет, как будто качает. Что значит гергаш? Да. Хорошо, давайте, не буду. Это напеть себе под мост, муркани, Хорошо. 5 Гц ветром. Я вообще вначале думал, что это какое-то некрасивое слово. В детстве я так думал. На самом деле очень хорошее слово. Пящик. Слышали, да? Правильно? Фамилия. Евлоев и эти двое. 3 человека. Это кто скажет правильно? Так? Кто еще сказал? Запиши его тоже. Алкоев. Да. А вы запиши, потом мы посчитаем. Так. Ну что, друзья, еще хотите какие-то слова? Или все? Или устали? Я закончил, если честно. У меня заготовки есть. Давайте еще. Хорошо. Давайте. Хоз кеп куснул, что такое слово? Подождите. Смотрите, что вы подождите. Подождите. Отвечайте. А еще говорят, хоз кеп куснул, что такое слово? Это разные. Кеп куц это одно, кеп это другое, симет это третье. Вот кто ответит на 3, получит сразу 3 балла. Как Ленин сказал, телосложение. Человек должно быть все прекрасно. Курс. Ленин Владимир Ильич. Ему да? ей. Этому парню, вот этому парню 1, ему, Евлоеву. Этому 1. А? Альберту 2 балла добавить. Так, вот этой девчонке ты сказал 10. 10 тонн. Вот здесь поставь 10. Поставь.
Есть слово хат. Хат. Это вот на коже образуется. Подождите. А есть слово хэт. Это не одно и то же. Что такое хэт? Хэт. Что такое? Обычно она бывает в горах. После осадок. В горах что может быть после осадок? Роса может быть на равнине, а гора что может быть? Кто сказал 7? Запиши ее. Сразу 5 ей поставь, 5 баллов. Это лавина, друзья. Это лавина. Кто его? Кептор. Да. Только что Аюб отметил фактически вот до этого. Вот это слово кептор. Кептор. Только что Аюб отвечал. А кептор что такое? Вот это. Кептор. Кептор. Похож на кого-то или что-то такое? Это уже законченное. Попозже. Кептор. Это фигура. Фигура. Алып. Не алып, а алып. Первая буква Т. Алып. Я наступаю, что остается? Адам и вот Юлоев. Аздоев 3. Это Аздоев, Юлоев, Эспульзиев. Да. Аздоев, Юлоев, Эспульзиев. Но вы, сочинцы, я обращаюсь к вам, ингушам сочинским, которых я очень часто хвалю себя на канале. Вы же у нас на море бываете, вы знаете, что такое мыс. Да, вот 510 мыс. Слышали? А как мыс на ингушском будет, как вы думаете? Мыс. Первая буква Б. Вторая буква У. Третья буква Х. Б. 3 буквы. Дальше. Бухта русская, на вашу что-то похожее, да? Но я хочу сказать, как это на ингушском будет. 3 буквы я вам назвал. Б. Это очень трудный вопрос. У нас же море нету. Но он правильно ответил. Это Бэбочки. Но Аюб ответил правильно. Тогда запиши его тоже. Кто? Да, полку его запиши. Я просто не слышал, как ваша лама. Вампл-котом. Вампл-котом. Ну, вы поняли, что это птица. Что буквально переводится молодежь. Так. Котом это на нашем получается курица. Значит, вампл котом это буквально переводится курица вампала. А чтобы вы понимали, вампал, я вот для наших гостей поясняю, вампал в мифологии ингушей и чеченцев это огромное лохматое чудовище, обладающее сверхъестественной силой. Это из мифологии. Вот у нас есть название одной птицы, на русском там всего одно слово, но у нас она называется, ну вот смотрите, огромное лохматое чудовище. И его курица, то есть его птица домашняя, вампал котом. Но это, наверное, тоже птица должна быть огромная. Как вы думаете? Ну, для нас Паскал, ну, вампал огромное чудовище. А какая птица есть у нас? Крупная такая. Как? Евлоев, вот она. Фамилия. Кто? Ты сказал? Мальцагова, Евлоев и Эльберт, мой друг. Это страус, вампал котом.
как вы думаете, сейчас я скажу интересное слово. Вот давайте так скажу. Ханс, я скажу на русском, извините. Но по смыслу будет такое. Я вот сейчас приехал в Сочи, и дальше я поеду тоже на море. Хансо увоза Сочи я хочу, Шахриба, увоза Ганцукахара, Рим, Рейди Махьяхара. Рим, Рейди, что такое? Правильно, полуостров какой? Ну, Рейди это, правильно, оба ответили правильно. Это Крымский полуостров. Когда, может быть, вы слышали такое слово «цачуах», «эйли» садбыяшма, «цачуах эйли», «замсак выльца», «эйли», и есть, вот раньше это слово было, я помню, в детстве, «эйли», «эйли». Фамилия? Газиев, Евлоев, но Мария, естественно, и Эсет, 4 человека. Значит, Мария, запиши, пожалуйста. Мы потом посчитаем и объявим победителей. Значит, у нас будет 2 победителя. Один брат, вторая сестра. Я привез 2 подарка. Так, дальше. Есть слово «эзерля», тысячелетие, да? А есть слово «эзали». Эзали. Речь не идет о тысячелетии. Это что-то другое. Хотя речь идет о времени. Как вы думаете, что такое эзали? Эзали, тысячелетие. А я говорю, это нет. Бесконечность. Правильно? Правильно. Вот эти двое. Вечность без начала, но это одно и то же. Ну и последнее сегодня. Давайте еще 2 слова, наверное, и все. Да, зикр пришел чуа асир баха. Когда Миша чуа асир баха. Асир баха. Уал сачар. Асир уал. Правильно будет асир. أسر خبر وشرع نيش بعد ذكر أسر صادق نزل أسر هذا نيش شكرا يقول شو أسر دوش как на русском, как это все сказать? Еще. Вот, допустим, Фонтанский пишет, что ему нужно? Вдохновение. Правильно, вот запиши ее. Да. Аюба, Марьян, вот этого парня, Евлоев, 4 человека. Да, вот. Соловьева, Аюба. И последний сегодня вопрос на ту же тему, которая у нас шло до этого, до вдохновения. Помните, мы говорили о вечности и так далее? Айлом. Айлом, да. Правильно. Все. Я аплодирую вам всем. Барков. Друзья, у нас видно, что есть победительница, это Базоркина Эся, и есть победитель Евлоев. Прошу на сцену. Я не знаю, какой у меня вкус. Вот такие. Вот такой подарок. Да, ну и для парня мы тоже подготовили подарок. Вот такие часы, тоже сертификат.
Я слушал, только молчал, да, хорошо. Опять спрашиваю, что я набрался такой наглости провести эту викторину. Я очень благодарен вам за ваше участие. Если я знал бы заранее, я подготовил бы приз. Но так как у меня нет с собой достойного подарка, все-таки позвольте вам вручить, так как я приехал из Москвы, вот этот сувенир. Вот смотрите, вот этот сувенир я вам вручаю. Это Москва, магнитик. Но это не все. Я вам вручу сейчас вот эту книгу вам. И третье. Вот смотрите, вот эта ручка, друзья, она у меня последняя осталась. Я когда-то был руководитель общественного движения «Достояние народа». И это наша фирменная, ну как бы, от нашей организации. Вот. Казань наша канал. Вы очень гостеприимный народ, тепло встречаете гостей. Мне вдвойне волнительно, ручка зеленого цвета. Я знаю, что зеленый — это почитаемый цвет у мусульман. Я благодарю. Этой ручкой я буду писать стихи, посвященные вашему народу. Честное слово. Спасибо. Грамота семье Оздоевых за активное участие в проведении Дня ингушского языка, приуроченного к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, увеличить музыку в Великой Отечественной войне 41-45 года и 255-летию добровольного вхождения ингушей в состав Российской империи. От регионального общественного движения, ну, вы понимаете. Давайте. Я с большой, друзья, я с большой гордостью, с большой радостью, я пользуюсь моментом, извини, пожалуйста, я нарушаю протоколы, твой отец, я тебя испортил всю вечеринку сегодняшнюю, да? Но я, нарушая вот этот протокол, хочу сказать несколько слов. Я очень счастлив был вас сегодня здесь увидеть, вот я обращаюсь к вам. Когда вы участвовали вот на этом празднике Сабантуи, когда вы принимали вот это участие в спортивных состязаниях и побеждали, я за вас переживал, даже смотря видео. Ну и, конечно, с большой гордостью за вами наблюдал. Молодцы. И Альберт в том числе участвовал, его старший сын Тамерлан, еще один парень такой был молодой, не помню его фамилию. Нет, там его сейчас нету. Нет, это я помню, а еще помню. Ислам, да, помню. Всем вам огромный баркал. Аллах, я слушаю, что вы так достойно представляете наш народ. Огромное вам спасибо за это. Друзья, теперь возвращаемся к протоколу грамота семье Мальсаковых. За активное участие в проведении Дня ингушского языка, приуроченного к 80-летию победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов и 255-летию добровольного вхождения ингушей в состав Российской империи. Грамоту вручайте семье Мальсаковых. Все? Да, друзья, ну что за праздник без лезгинки? Лезгинка!
друзья, наш сегодняшний вечер подходит к концу. Ну, все, смотрю, довольные. Мероприятие у нас, скажем, состоялось на все 100%. Скажем так, до новых встреч. Мы не прощаемся. Пойдем тихонько. Буквально два слова. Как вам сегодняшнее мероприятие? Я счастлива. Я увидела, что у вас растет достойное поколение. В глазах детей свет — это самое главное. И я увидела, что каждый друг за дружку одна семья. Это очень важно в нашем мире. Спасибо. Я напиталась такими эмоциями. Спасибо. И рада за детей, которые у вас растут. У них достойное будущее. Спасибо вам за добрые Пожалуйста. слова. از شو قادره شاج بيتغر حد حكات سند حكات خم خوشة مشعر حد حكات مخوشة بي مش تبردوتي كشك من ناخيت اللي دوي اوزو فدا ابا سو يوم موت قم دوبس اجر ديكادول والله ازدل بولق دهوقل شيواشتا مدولlar takı şaşkırı muhamı isilhamı خزدوا تشدوهم دوش مداليتش والله مسد مطعم والله كي ناخذ زعما شوف تاخيتش شي خانر واهش واقور ليه همش إذا إرشي ولي مل ولي كبر ولي دي وحشة واقع شنو ليه هم بيلش إذا واش خزوا تلاحقي أوزي مل شو حياتنا مسوت غلطة عشان عدل شو واش أوزدار واش ديكتر دوي مسنا هاديك خد دوي واش مودر شو قردوالي إيش مو قم ده أدوي شو قم ده شو أوز واش представляете شيء واشنا مدول هدمو سيدول إزدول دادها أجر أتاخد شو متشاش دول كانه حيث همدي بيزم يتري دي الله يسوق وش أوزولري ددري أزر سديان بعد مش خالص ددري أزر سديان وش أوز خالص ددري أزر شو حدا قدوخي خب دشان خدي ديس خدا همدي يشتى ده الأكل باقي شو al ayıp, al ayıp. ده هو خوارز حميانيو حطوا عبدات طبعا هو شيمتي قوي شو اشتغل سجا والبوس عوض بش ده اخر وقت al Murat. Diarrea skoşmuş, hadi yakka, yasi dolç. Borgli hoş geldiniz. Her şey bir bu, Respublik halk yakmış. Diarrea skoşmuş, hadi Давай. Зерти дед, а вот так. Баха шар. Allah riyaz khalshan. Gal tuwashik mashghul suwir gal yandali qanjar da daqshas. Ali kisi dawo. Ali kisi dawo. Adda khamsi yizdik kegina. Так, вот такие два тома, первый и второй том, очерки ингушской литературы. Хотим подарить Дом молодежи города Сочи от региональной общественной организации Краснодарского края, Национального культурного центра «Война». Спасибо. Вот первый том, и вот Аюб Джабраилович вам второй том. Спасибо. Они подписаны, вот здесь, открывайте, смотрите. Гости молодежь, чтобы так. знакомились с культурой индусского народа. Спасибо. Все, хочется пожелать процветания Дому молодежи. Спасибо за то, что вы терпите нас таких шумных. Все хорошо. Спасибо. Все. Долгого нам сотрудничества. Согласна. Все. Спасибо. Счастливо. До свидания. До До свидания. свидания. Да, пойдемте.